Центральный избирательный комитет Гагаузии так и не начал свою работу. 29 мая из-за отсутствия представителей ЦИКа от исполкома и 2 членов от судебных инстанций Центральный избирательный комитет работу так и не начал. Из избранных 6 представителей сегодня на заседании ЦИКа присутствовало 3. Валентина Лисник отметила, что и ранее не всегда удавалось формировать ЦИК в полном составе. В тот период был избран состав Центральной избирательной комиссии из 7 человек. Сейчас у нас из 6. Но даже 6 человек, избранных в состав ЦИКа, делает работу Центральной избирательной комиссии легитимной, то есть законной. В прошлый раз было избрано 7 человек. На организационное заседание было приглашено и явилось 5 человек. Я называю пофамильно. Это был Петр Иванович Иванов. Это была Олеся Федоровна Танасогла, это был Николай Семенович Арнаут, это был Степан Киряков и это была Ольга Лещинская и Чидерлунги. Так вот, собравшись 5 человек, а 5 человек это та квота голосов, которая может избрать руководящий состав, вот этот состав, численный из 5 человек, тогда и избрали председателя, заместителя и секретаря Центральной избирательной комиссии. Сегодня особенно представители ЦИКа от судебных органов не должны быть вовлечены в политические противоречия, а наоборот соответствовать букве закона, заявила Валентина Лисник. Центральная избирательная комиссия – это независимый орган, который должен принимать решения самостоятельно и не находиться под чьим-то давлением. Очень жаль, что наши коллеги четко показали, что они находятся под давлением некоторых сил, что они бойкотируют Центральную избирательную комиссию. До сих пор не имеем никакого заявления от этих 3 представителей, которые не приходят на заседание. Они выступают в СМИ со стороны сайтов ПКРМ. Опять же, делайте выводы, кому тогда служат эти люди. А один вообще молчит, представитель исполкома вообще молчит. Исполком Гагаузии обратился в суд апелляционной палаты Камрата о приостановлении постановлений Народного собрания Гагаузии в части выборов членов ЦИК. Обратились, чтобы суд отменил, в том числе назначение 3 человек, которые были назначены Народным собранием Гагаузии, 15 из 15, с правом решающего голоса госпожи Харламенко. И сегодня будет рассмотрение, завтра будет рассмотрение, не знаю, как нам судебная инстанция рассмотрит. Мы дождемся решения судебной инстанции. И сразу говорю, что каким бы оно ни было, мы будем его выполнять, это решение судебной инстанции. Вот вам и беспристрастность. Как так быстро формузал подал заявление в апелляционную палату Камрат, и руководимая апелляционная палата Лазарева быстро принимает в течение 2-3 дней это решение. Наше постановление рассматривается месяцами, наше обращение. А тут в течение 2-3 дней судебная инстанция, апелляционная палата Камрат принимает решение. Народное собрание Гагаузии пригласило Башкана на встречу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и как-то попытаться разрешить конфликт. Однако встреча так и не состоялась. Вчера Народное собрание пригласило Башкана Гагаузии на встречу. Мы хотели обсудить, пригласили Лазареву, госпожу председателя апелляционной палаты Башкана Гагаузии, так как мы считаем, что все структуры власти должны обсудить вместе создавшуюся ситуацию, найти какой-то выход. Башкан Гагаузии на эту встречу отказался прийти. Я ему лично звонила, он сказал, я назначил на утро совместное заседание исполнительного комитета и президиума Гагаузии. Ну, во-первых, начнем с того, что члены исполкома мне сказали, Михаил Макарович, вы совершили большую ошибку, назначив время на 8:30 утра, потому что депутатский корпус так рано не встает. И 8:30 утра, естественно, из депутатского корпуса никто не пришел. Мне надо было назначить хотя бы на 2-3 часа дня, когда они просыпаются. Но так или иначе, им все же удалось встретиться и обменяться несколькими репликами, но уже не в кабинете, а в фойе исполкома. Предварительно мы хотели сами обсудить всю ситуацию, на совместном заседании. Я же вам просто я вчера вас приглашала, вы не пришли. Вы что, хотите встречаться? Я же пригласила вас вчера, вы не пришли. И потом мы там не конечно. Мы собираемся сегодня. Вот, ознакомьтесь, пожалуйста.
На вопрос корреспондента, каковы дальнейшие действия главы автономии как гаранта свободных и честных выборов, Михаил Формузал ответил. Чтобы не было напряженности, конфликта, нарушения законодательства, чтобы мы выборы провели спокойно, демократично. Председатель Народного собрания Гагаузии Анна Харламенко отметила, что ситуация, сложившаяся сегодня в автономии, может привести к общим выборам как депутатов Народного собрания Гагаузии, так и Башкана Гагаузии. Если сегодня Гагаузия, исполнительная власть и законодательная власть не могут между собой договориться, как процессы должны двигаться и развиваться Гагаузия, я предлагаю, чтобы Башкан Гагаузия во главе с исполнительным комитетом и Народное собрание ушли вместе в отставку и состоялись в один день выборы и Народного собрания, и Башкана Гагаузии. Потому что этот человек уже не способен слышать, не способен понимать и не способен совместно работать на благо Гагаузии. Гагаузия в очередной раз попала в правовой тупик из-за несогласованной работы исполнительной и законодательной власти. Как показали последние события, политический кризис в автономии еще не достиг своей критической точки.